Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о хронике дорожно-транспортных происшествий в Казани. Один человек погиб, другой потерял ногу. Покажем, из-за чего загорелся одноэтажный мансардный дом на улице Беломорская. Я думаю, что он не тупица и выбежал. Накрыли подпольный цех. В Зеленодольске задержали группу фальшивомонетчиков. Это и не только ближайшие 10 минут. 60-летняя женщина скончалась в больнице после наезда на улице Юлиуса Фучика. Она попала под колеса «Лады Гранта», когда перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как объяснил свою версию водитель, узнал Рамиль Шайдулин. Я взгляд проехал, пешеход здесь переходил дорогу. По данным госавтоинспекции, женщина перебегала дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Водитель «Лады» признал, что из-за темного времени суток заметил женщину слишком поздно и избежать наезда в такой ситуации уже никак не мог. После аварии он вызвал медиков и пытался помочь пенсионерке. Она в сознании, нет? Да, в больницу везли. Самому интересно сейчас состояние. Живая. Женщина получила ушиб головного мозга и сочетанную травму. Она скончалась спустя несколько часов в больнице. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Ленар Гинатуллин и Наиль Абдуллин. Вызов 112. 47-летний мужчина потерял ногу, попав под колеса Renault Duster. Страшная авария произошла утром на проспекте Фатыха Амирхана. По предварительным данным, мужчина остановился на проезжей части из-за технической неисправности своего автомобиля. Он успел открыть багажник своей машины. В следующую секунду в него на высокой скорости въехала иномарка. С места происшествия Нафиса Минязова. Он позвонил мне утром, говорит, бензин закончился. Говорит, приедешь? Я говорю, да, приеду. Вот в машине бензин у меня даже. Родственник пострадавшего рассказал, что направлялся к нему. Тот, позвонив ему утром, сообщил, что находится на проспекте Фатыха Амирхана. Но в какой-то момент он перестал отвечать на звонки. Телефон не берет. А потом проезжаю, смотрю, вроде знакомая машина, развернулся, приехала. Вот такая ситуация. А рассказали, как что произошло? Ну, мельком уж, да, рассказали. Сзади, говорит, сбили. По предварительным данным, мужчина остановился на крайней левой полосе, вышел из автомобиля и хотел открыть багажник. Сделать это успел, но спустя секунды его вместе с «Ладой» на высокой скорости протаранил Renault Duster. Иномарка буквально вдавила человека в кузов его же машины. В результате удара у мужчины оторвало ногу. 47-летний мужчина потерял очень много крови. Его госпитализировали, сейчас за его жизнь борются врачи. Мужчину оперировали. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Все обстоятельства произошедшего сейчас предстоит установить. Нафиса Минязова, Андерсен Тальцев, вызов 112. Снес дорожное ограждение, забрал документы из искореженного автомобиля и покинул место ДТП. На улице Волгоградская водитель Volkswagen Jetta потерял управление и снес дорожное ограждение. Перед уходом автомобилист признался, что управлял машиной, не имея прав, но виновным в аварии себя не считал. Почему, узнал Ленар Гинатуллин. Удар был очень сильный. Я поэтому выскочил в майке. И тут, дым. Сотрудник охраны Министерства труда и занятости стал первым очевидцем аварии. Рассказывает, что на камере видеонаблюдения увидел, как белый седан снес несколько секций забора. Из машины вышли несколько молодых людей. Охранник сразу выбежал помочь, но кроме искореженного автомобиля на месте уже никого не застал. 8, 9... 10. От сильного удара одну секцию чугунного забора отбросило на 10 метров от столкновения. Это говорит о том, что водитель вряд ли двигался со скоростью 40 км в час. Однако вскоре вероятный виновник аварии вместе со своей компанией вернулся на место происшествия. Молодые люди находились в трезвом состоянии и лишь хотели забрать свои личные вещи. Что будем делать? Слушай, где документы? Собирать машину, быстрее, забирать все, что есть, забирать. Как оказалось, за рулем находился молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. В этом призналась компания. Пока отец находился в командировке, парень решил покататься с друзьями на его автомобиле. Но отсутствие стажа вождения сыграло с ним злую шутку, хотя сам себя молодой человек виновным в аварии не считал. Подрез на красный свет прилетел, мы, считай, ехали сюда, в забор отлетели, все, развернул нас. То есть отсюда мы на зеленый ехали? Тише. Услышав звук полицейской сирены, парни снова покинули место аварии, но избежать ответственности водителю, скорее всего, не удастся. Определить, кто в действительности сидел за рулем, поможет камера видеонаблюдения. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112. Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Победа», вылетевший в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в Казань из-за запаха гари в салоне. Причиной непредвиденной посадки лайнера стала попавшая в двигатель самолета «Птица». На момент происшествия внутри самолета находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа.
Следователи и криминалисты выехали на осмотр места самолета, совершившего вынужденную посадку. Пострадавших нет. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, самолет повреждений не получил. Спустя несколько часов он вновь вылетел из Казани со всеми пассажирами и благополучно приземлился в северной столице. Трехлетний ребенок скончался в результате падения с окна 3-го этажа. Трагедия произошла в Заинске. По версии следствия, мать с 2 детьми находилась в квартире и, занимаясь домашними делами, периодически выходила из комнаты. В какой-то момент мальчик забрался на журнальный столик, а затем на подоконник. Ребенок упал из открытого окна на асфальт. С травмой головы мальчика госпитализировали, но на следующий день он скончался в больнице. По данному факту проводится доследственная проверка. Одноэтажный мансардный дом загорелся этой ночью на улице Беломорская. Жертв удалось избежать. Хозяин в это время не спал и заметил возгорание. Однако потушить пламя своими силами мужчина уже не смог. Он бросился обратно в дом и забрал все ценные вещи. Подробности в репортаже Алии Харудиновой. Кошмар. На момент возгорания в доме находились несколько человек. Хозяин дома вместе со своими друзьями смотрели фильм на мансардном этаже. Киносеанс прервал запах гари. Изначально никто не придал этому значения. Забили тревогу лишь несколькими минутами позже, когда запах стал усиливаться. Источник возгорания находился на улице. Стоит, горит диван, и я, получается, вырываю шланг с насоса, со скважины, и начинаю его тушить. Я успеваю диван потушить, а он уже длинным пламенем успел подцепить, краешек. И в этот момент у меня гаснет вода, потому что пробки выбило от замыкания. Потушить пламя собственными силами мужчина уже не смог. К приезду пожарных групп огонь уже полностью охватил мансардный этаж. Хозяин дома успел забрать ценные вещи и спасти свою собаку. Никто не пострадал, единственное, я за котенка переживаю, но я думаю, что он не тупица и выбежал. Пожарные не допустили перекидывания огня на соседние строения. Им потребовалось около часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Единственная вероятность, которую я могу предположить, это то, что у меня друзья бычок кинули. Но я не курю, поэтому у меня с этим строго. Я не люблю бычки во дворе, то есть они это знают. И пепельница стояла около окна, а не около края балкона. То есть даже если заветривает, она вниз не падает. И поэтому я не знаю. Был ли это поджог или неосторожное обращение с огнем? Ответы на эти вопросы предстоит найти уже пожарным дознавателям. Алия Харудинова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112. В Татарстане задержали группу предполагаемых фальшивомонетчиков. Они подделывали купюру достоинством 200 евро в подпольном цехе в Зеленодольске. Визит полицейских застал их в самый разгар рабочего процесса. Кадры задержания в сюжете Айрата Назипова. Это уже финал операции по задержанию вероятных фальшивомонетчиков. Как считает следствие, производство поддельных купюр организовал 44-летний житель города, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Свой план он решил воплотить в жизнь вместе с 33-летним товарищем, с которым познакомился в местах лишения свободы. Также с ними работали трое ранее несудимых жителей Челнов. Что здесь делали? Здесь работали. Что делали? Таблички для Марбума делали. По версии стражи порядка, в прошлом году предполагаемые злоумышленники арендовали подпольный цех в Зеленодольске. Тогда же закупили оборудование, расходные материалы и химические компоненты для изготовления фальшивок. К маю этого года у них был налажен полный цикл серийного производства поддельных денежных знаков. Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемые планировали изготовление крупной партии поддельных купюр, которые собирались сбыть через одного из членов группы, 38-летнего жителя Набережных Челнов, вне территории Российской Федерации за 50% от курса Центробанка Российской Федерации. Во время обыска в подпольной типографии оперативники изъяли готовую подделку достоинством 200 евро и 86 частично готовых купюр. Что печатать пробовали? Он на столе лежит. Что там на столе лежит? От купюр сторона одна. От купюр сторона? От каких купюр? Денежных средств? Да. Какой номинал? 1000. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег». Организатора и 2 участников группы взяли под стражу. Еще 2 подозреваемых пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Решением суда они отправлены под домашний арест. Сейчас правоохранители устанавливают канал сбыта фальшивок. Всех, кто обладает информацией о деятельности группы, стражи порядка просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.